эфире «Итоги дня» расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии Дарья Короленкова. Добрый вечер. В начале коротко о темах. Предприятия топливно-энергетического комплекса республики продолжают плановую отгрузку нефтепродуктов. За минувшие выходные с завозов отгружено 25 вагонов с бензином. С середины июля в Якутске действует единый центр расширенной диспансеризации ветеранов СВО. Узнаем, как он работает. В Якутске стартовал региональный этап федеральной программы «Мама предприниматель». Из более 90 заявок отобрали 30 участниц. В школы Ленского района поступило новое оборудование для кабинетов физики, музыки и ИЗО, приобретенное за счет федеральных средств. Якутская команда впервые вышла на парусную дистанцию в морской акватории во Владивостоке на острове Рекорд. 10 августа в Нижнекамске в результате атаки БПЛА на промышленные и гражданские объекты погибли 12 человек, 39 получили ранения. 28 пострадавших, включая одного ребенка, госпитализированы. Оказание медицинской помощи находится на личном контроле главы Минздрава России и координируется Федеральным центром медицины катастроф. В город направлены дополнительные врачебные бригады. В связи с трагедией в Татарстане объявлен траур. Глава Якутии Ася Николаев от имени всех жителей республики от себя лично выразил глубокие соболезнования народу Татарстана и семьям погибших, пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сегодня глава Якутии Ася Николаев провел заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции, посвященное вопросам недропользования и экологической безопасности. Он подчеркнул важность персональной ответственности госслужащих и системой профилактики нарушений. В качестве ключевых инструментов для снижения коррупционных рисков были выделены цифровизация, использование беспилотников и усиление межведомственного взаимодействия. Также на заседании отметили, что в июле этого года в Якутии вступили в силу законодательные изменения, направленные на повышение прозрачности деятельности органов власти в соответствии с поручениями президента России. В России продолжается усиленная борьба против банковских и телефонных мошенников. Так, в дело вступили системы по выявлению вредоносного ПО, которые могут выкрасть не только личные данные, но и перевести деньги пользователей злоумышленникам. Подробнее о способе борьбы расскажет Тимур Колмогоров. Российские банки, начиная с 1 марта следующего года, получат право блокировать денежные переводы клиентов при обнаружении вредоносного ПО, вирусов на устройствах пользователей. Все это в рамках принятого в июне законопроекта «Антифрод 2.0», направленного на комплексное противодействие телефонному и интернет-мошенничеству. Согласно документу, при выявлении вредоносного ПО банк отклоняет перевод. Правила действуют для операций по банковским картам, переводов электронных денег и СБП. Клиенту обязаны объяснить причину отказа и предложить перевод с другого гаджета или в офисе банка. Закон также обязал банки внедрить в мобильные приложения и на официальные сайты сертифицированные средства защиты, которые должны выявлять вредоносное ПО до проведения перевода. При обнаружении угрозы банк обязан отказать в операции и уведомить клиента о причине. Если кредитная организация вовремя не заблокирует перевод, то операторы связи и банки будут обязаны компенсировать ущерб. В связи с этим стоит тщательно проверить свое мобильное устройство или компьютер на наличие вирусов. Признаки заражения разнообразны и взаимосвязаны. Быстрая разрядка устройства, его нагрев даже в режиме ожидания, появление новых приложений, рекламные окна и уведомления, которых раньше не было, незнакомые номера и сообщения в истории СМС и звонков, а также оформление переводов и подписок, которые вы не совершали. Первонаперво необходимо либо выключить зараженное устройство, либо отключить подключение к интернету. При подозрительных операциях по переводу денег позвоните в банк по номеру на обороте вашей карты, заблокируйте все счета и попросите отменить переводы. Проверьте свои данные соцсетей, почты, аккаунтов госуслуги. Если помимо вас кто-то уже пользуется приложением или аккаунтом, откройте в настройках приложения безопасности активные сессии или устройства и принудительно завершите подозрительные сеансы. По возможности удалите вредоносное приложение антивирусом.
Самый надежный же способ – сброс до заводских настроек, что полностью вычищает от любых вирусов. К сожалению, вместе с тем стираются все данные, поэтому рекомендуется копировать контакты, галерею и любые другие важные приложения и информацию на флешке или в облаке. Обязательно отнесите устройство в сервис. Там специалист тщательно проверит ваш смартфон. Затем с вылеченного или другого безопасного устройства смените все пароли. От почты, соцсетей, учетных записей и банковских аккаунтов. Предприятия топливно-энергетического комплекса республики продолжают плановую отгрузку нефтепродуктов. Только за минувшие выходные с нефтеперерабатывающих заводов отгружено 25 вагонов с бензином АИ-92. Это больше 1300 тонн. Подход вагонов к границам Якутии ожидают к последним числам августа. Напомню, правительство республики совместно с Минэнерго и Минвостокразвития ведет ежедневный мониторинг топливного обеспечения. На федеральном уровне для Якутии закреплены ресурсы в объеме более 180 тысяч тонн. Исполнительным органам государственной власти республики поручено организовать работу предприятий и организаций по формированию потребностей в топливе на 2027 год в рамках Северного завоза. Это позволит своевременно приступить к формированию заявок на следующий плановый период. Мониторинг ситуации по топливообеспечению во всех муниципальных образованиях производится ежедневно. В Якутске в самом разгаре сезон ремонта дорог. Один из объектов – подъездной путь к адаптивному образовательному комплексу. О работах на участке протяженностью 180 метров и сроках их завершения расскажет Анастасия Пуляева. К обновлению дороги, ведущую в новый адаптивный образовательный комплекс, приступили в конце весны. За это время строители почти полностью обустроили улицу и вывели все необходимые коммуникации. Работы ведутся с мая месяца. Здесь выполнено уже асфальтировано полностью 3 слоя. Также уложен тротуар, полностью оборудованы опоры освещения. На сегодняшний день готовность работ составляет уже порядка 80%. Строителям осталось выполнить совсем немного. Это уложить оставшийся тротуар и непосредственно асфальт в зоне заезда в сам адаптивный образовательный комплекс. Сложность работ здесь заключается в ливневках, которые будут выводить воду в специально отведенный для этого септик. Сама площадка комплекса расположена чуть ниже уровня основной дороги по Сергеляхскому шоссе, поэтому стоки пришлось направить в обратную сторону. Кроме того, дорожники уже высадили газон и сделали удобные съезды к частным домам по просьбам жителей. Как бы жители к нам обращаются в главстрой, и мы по их заявкам им делаем заезды. Как бы это можно. Контракт у нас до 31 октября, да, но 1 сентября основные работы будут завершены. После завершения всех работ останется только расставить необходимые дорожные знаки, а детям и их родителям станет в разы удобнее добираться до места учебы. Анастасия Пуляева, Станислав Потапов, Якутск. В Якутии завершился важный этап избирательной кампании – регистрация кандидатов на предстоящие выборы. В итоговый бюллетень по федеральному округу включены 11 партий. В борьбу по одномандатному округу номер 29 вступили 9 претендентов. На дополнительных выборах в республиканский парламент по Верхневилюйско-горному округу зарегистрировано 4 кандидата. Сейчас избирком приступает к печати бюллетеней и уточнению списка временных участков, включая 14 вахтовых поселков и 2 объекта здравоохранения в Якутске. Уже через 10 дней начнется масштабное адресное информирование жителей в рамках проекта «Информ-УИК». Всего в списке избирателей у нас внесено 644 405 человек. Но явка на федеральных выборах всегда бывает высокая. Мы на уровне 50% из этого количества ждем на своих избирательных участках. 784 постоянно действующих, плюс еще те 16, которые я назвал, получается ровно 800. Из них сколько в городе Якутске? 121, в месте Житая. С середины июля в Якутске действует единый центр расширенной диспансеризации ветеранов СВО. Его главная задача – своевременное выявление скрытых патологий и факторов риска возникновения хронических неинфекционных заболеваний. Подробности о работе центра в сюжете Тимура Колмогорова.
Диспансеризация в центре проходит в 2 этапа. Первая часть – это базовые проверки. От биометрических данных и забора крови до ЭКГ, ФЛГ, а также измерения внутриглазного давления и онкологический скрининг по возрасту. Для ветеранов СВО обязательная консультация клинического психолога для диагностики посттравматического стрессового расстройства. Особое внимание уделяется диагностике последствий минно-взрывных травм, баротравм, нарушения опорно-двигательного аппарата и в оценке сердечно-сосудистых рисков. В центре также работают узконаправленные специалисты, которым направляют по итогам первого этапа. Среди них углубленные обследования и консультации у невролога, кардиолога, лора, окулиста и хирурга. А также проводятся дополнительные исследования, например, УЗИ, диагностика, если есть необходимость, и итоговый прием врача-терапевта. И по результатам двухэтапного обследования каждому ветерану присваивается группа здоровья, и далее он направляется на углубленную диагностику или медицинскую реабилитацию в зависимости от индивидуальных планов лечения. Диспансеризация в едином центре и все обследования проводятся бесплатно, и все можно пройти за один день. Записаться можно через колл-центр по номеру 122 или же обратиться без записи в регистратуру. Тимур Калмогоров, Айлита Махно, Якутск. В школу Ленинского района поступило новое оборудование для кабинетов физики, музыки и ИЗО, приобретенное за счет федеральных средств. В рамках программы «Молодежь и дети» для учебных заведений закупили телескопы, вакуумные насосы, электрофорные машины, акустические системы, этюдники и другие наглядные пособия. Целью масштабного обновления материально-технической базы является создание современной образовательной среды, которая позволит ученикам осваивать материал через практические занятия и наглядные примеры. Прошлого года, с 2025 стартует национальный проект «Молодежь и дети». И согласно данному проекту у нас оснащаются предметные кабинеты. В прошлом году это были предметы труд технологии, основы безопасности защиты Родины. Тоже пришло оборудование 14 школам. А в этом году уже 15 школ вошли в данный проект. И первая часть оборудования школы уже получили. Это были телескопы и музыкальные центры. Сейчас пришли маятник Максвелла, машина электрофорная и, получается, акустические системы. Достаточно хорошее оборудование для оснащения предметных кабинетов. 35 лет для человека – это рассвет, для информагентства – целая эпоха. 3,5 десятилетия Якутия узнавала о себе, о стране и о мире через надежный источник. В рамках юбилея ЕСИА моя коллега Надежда Саханская заглянула на кухню якутского Саха-информационного агентства, чтобы рассказать, как рождаются новости, которые формируют сегодня повестку республики. Если раньше якутяне для того, чтобы узнать, что происходит у нас в республике и за ее пределами, выписывали газеты и брали информацию в основном из таких бумажных аналоговых источников, то сейчас все изменилось. Я, например, лично не знаю, сколько сейчас стоит газета, потому что давно этим не пользуюсь, хотя газеты на самом деле продолжают выходить. Вот они выглядят теперь вот так. Немножко поменялся у них формат по сравнению с архивным изданием 2001 года. Но я просто все это веду к тому, что сейчас у нас век высоких технологий. А это значит, что информацию из любой точки нашей планеты мы буквально можем получить в один клик. А все потому, что ЕСИА в качестве информагентства прошло буквально все этапы эволюции. Тут вам и бумажные сводки, и ленты телетайпа с принятием факса, и, конечно, соцсети с прямыми трансляциями. Хотя, казалось бы, еще пару десятков лет назад слово «интернет» было чем-то из разряда фантастики. В июле у нас был новый, хороший и очень важный для нас рекорд – 7,8 миллионов просмотров на странице ВК. Я считаю, что это успешный успех, как говорится, да. Поэтому будем продолжать развивать сайт, будем продолжать развивать соцсети. Те, кто работает во время чрезвычайных ситуаций, объясняет сложные законы простыми словами и занимаются авторскими проектами, не раз доказывали. Журналистика в Якутии не просто профессия, а служение своему делу. Теперь уже специального корреспондента ЕСИА Николая Борисова наши зрители могут помнить и по работе на Якутия-24. Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Сегодня на его счету не один выезд в зону специальной военной операции, ну и, конечно, авторские проекты. Информационное агентство, оно подразумевает, оно, наверное, для людей, которые здесь работают, они
должен быть какой-то определенный склад характера, да, это уже постоянный поток новостей, всякие разные события. Ну и когда больше душа лежит к печатному делу, к именно новостям, репортажам, вот этим всем, то да, вот прям идеальное место условия. Причем такая работа происходит в творческом тандеме. Если корреспондент ищет факты, занимается цифрами и фактурой материала, то фотограф передает настроение, момент и эмоцию. Важно и умение пользоваться инструментом. Паркетный, ты понимаешь, какие тебе моменты нужно взять в кадр, то в спорте это все может быть как на удаче, так и на просто... Ты можешь увидеть, повернуться, резко снять, и это уже будет хорошо. Поэтому, когда вы видите материал на сайте или в соцсетях, знайте, за ним стоит команда, которая умеет не только слушать и писать, но и видеть, снимать, вовремя нажимая на затвор или на кнопки в аппаратной. То есть процесс – это практически телевизион, даже не практически, это и есть маленькая телевизионная студия. С 2015 года работает в ЕСИА и медиацентр. Тут оживают многочисленные спецпроекты, проводятся телемосты, пресс-конференции и другие мероприятия, связанные с медиа-жизнью республики. Работаем мы действительно на уровне не только федеральном, на очень высоком федеральном уровне, но и на уровне международных стандартов. 35 лет – это, разумеется, не финиш. Это новый разворот полосы, где новости продолжают оперативно дополнять информационную картину дня. Главное, что за эти годы основа осталась неизменной – быть точными и всегда рядом со своими читателями. Надежда Саханская, Артумен Наговицын, Якутск. В Якутске стартовал региональный этап федеральной программы «Мама предпринимателей». С более 90 заявок отобрали 30 участниц из Якутска и 7 районов республики. В течение недели участницы пройдут интенсивное обучение от разработки бизнес-идеи до подготовки полноценного бизнес-плана. Среди проектов – мастерская изделий из глины, студия оздоровительных процедур, производство холодного чая и мясных полуфабрикатов. Свои проекты участницы представят по итогам программы. Победительница получит финансовую поддержку на их реализацию. Я уже год работаю, предоставляю услуги массажа у себя в поселке в Тиксе. И меня попросила мой наставник, ментор, работник центра «Мой бизнес» поселка Тикси Наталья Николаевна, чему я очень благодарна. План по развитию. Мы пытаемся развить себя как центр оздоровления духа и тела. Я сама сейчас обучаюсь на медицинском, на медсестру. Физиокабинет. Мы в прошлом году приобрели фитобочку из Кидра, привезли из Новосибирска и сауну, сухую кабину. День физкультурника отметили в Нерингре в парке Микан. Впервые в Нерингринском районе прошло масштабное всероссийское событие – массовый забег в рамках акции «Шахтерское братство. Сильные духом». Тему продолжат наши коллеги. Мероприятие началось с символического ритуала передачи шахтерской лампы ветеранам угольной промышленности молодому специалисту. Это не просто атрибут профессии, а символ памяти, мужества и неразрывной связи поколений. Ветераны напомнили, шахтерский характер – это не про силу мышц, а про силу духа, про умение держаться вместе и не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Идешь на работу, едешь, пока душа поет. Вот так это да. Главное, чтобы быть на своем месте. И да, друзья, не там, где тебя поставят, а там, где ты хочешь, что ты можешь, что ты с удовольствием, с радостью ходил на работу. Акция «Шахтерское братство. Сильные духом» объединила десятки людей разных возрастов и профессий. Забеги проходили на дистанции 1, 3 и 5 километров. Каждый мог выбрать подходящий маршрут в зависимости от подготовки и возраста. Забег не на результат, забег просто на участие, на то, что мы занимаемся спортом, что мы объединены этим движением. Мама скинула объявление, говорит, иди попробуй. Я говорю, ну хорошо, почему нет? Ну и побежал. Подготовка как бы есть, и трасса такая, чуть-чуть тяжелая. Первая половина с горы хорошо бежится, а в гору потом тяжко. Честно, не готовился так. На работу бегом, с работы бегом. Сложно, всегда сложно, награды даются. В забеге участвовала 3 километра, потому что посчитала 1 километр мало. Вызов самой себе. Мероприятие, я считаю, очень нужное. Объединяет семьи, объединяет коллективы. Очень все прекрасно было устроено. Ну и, конечно, сам забег – это просто чудо.
мы смогли. Результаты Нюрнбергского забега стали частью всероссийского проекта, вписав город в большую карту угольных регионов страны, объединенных одной идеей. Впервые не то что в Нюрнбергском районе, во всей Якутии, я уверен, на Дальнем Востоке, Нюрнбергский район выступил пилотным районом, я считаю, для всех за Уралом, вместе с Кузбассом. Покажем пример. Это история как раз о совместной работе с Минэнерго России, о дружбе с Донбассом, с Кузбассом историческим. Здесь работают тоже люди с наших братских регионов, республик. В течение дня парк Амикан стал открытой площадкой для активного отдыха. Все желающие могли попробовать себя в мастер-классах по боксу, футболу, гимнастике и акробатике. А любители спокойных состязаний сразиться в настольных играх. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Серебро чемпионата Дальнего Востока по спортивному туризму. Якутская команда впервые вышла на парусную дистанцию в морской акватории и сразу поднялась на пьедестал. Соревнования прошли во Владивостоке на острове Рекорда. За медали боролись 8 экипажей из 4 регионов. Подробности в материале Петра Васильева. Вот он, почти обогнули. И в ту сторону идем на бухту. Это наша страховка. Якутию на большой воде представляли Сергей Помогаев и Надежда Кондратьева, спортсмены яхт-клуба «15-летний капитан». Перед чемпионатом ДФО они выступили на стартах в Приморье. Там, несмотря на незнакомый катамаран и отсутствие тренировок, показали лучшее время на короткой дистанции. Ну, мы не думали, что мы в призы попали. Просто мы прошли хорошо, мы выполнили задачу. Нужно было обогнуть 2 острова, которые были небольших острова от острова Рикарда, которые были достаточно отдалены. И когда мы прошли всю дистанцию, мы просто поняли, что хорошо ее прошли. А потом оказалось, что мы заняли 2-е место. На воде спортсменам приходится работать буквально на пределе. Один из самых опасных моментов в гонке – оверкиль, то есть переворот катамарана. При сильном порыве ветра экипажу нужно вовремя откренить судно и удержать его на воде. Там было и в бухте, и на открытом море, на острове Рикарда. Но проблема была для нас лично в том, что мы-то в основном на речке и на озере находимся, а там и море. Волнение и ветровая характеристика другая совсем. Ну и плюс катамараны нам неизвестные были с другим вооружением. Название у клуба – отсылка к произведению Жюля Верна. Но здесь капитанов действительно растят. С 2019 года на базе клуба дети и взрослые занимаются парусным спортом, учатся управлять судами и выходят на воду. Хотелось бы привлечь народ, чтобы у нас больше и детей, и взрослых занимались на озере. Хотелось бы сходить в ПВД по реке, и если позволит время и, скажем, возможности будут, сходить, может быть, даже в категорийный поход. В 2022 клуб получил грант фонда президентских грантов. Причем зимой работа не прекращается. Спортсмены занимаются теорией и ремонтом судов, готовясь к следующему сезону. Теперь цель – усилить флот спортивными катамаранами, которые позволят одновременно тренироваться, участвовать в соревнованиях и ходить в походы. Петр Васильев, Артумен Наговицын, Якутск. Таким мы выделили этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в дальнейших эфирах.